сәлеметсіз, мен сізді көруге бик шатмын. Бүгін біздің 8-ші дәріс. Біз 16 дәрістен тұрған проектіміздің ортасына келіп жеттік. Шуның білән сізді құтлайым. Біз апарыңдар. Әлгі вақытта біз глагол, фиғыл білән үйренеміз. Глагол – это фиғыл. Мы с вами уже говорили, можете запомнить, но если вам легче глагол воспринимать как глагол, можете просто записать для себя. Мы с вами уже большие молодцы, мы знаем глагол в настоящем времени, умеем определять в повелительном наклонении, знаем глагол в определенном прошедшем времени, отрицание знаем и даже умеем писать рецепт на татарском языке. У нас было домашнее задание. Давайте мы быстренько пробежимся и поделимся этими рецептами. Где у вас вопросы, где вы сомневаетесь, правильно ли вы употребили тот или иной глагол, мы вместе исправим. Флюра, сізден башлаймыз. Мен салатны чегенде һәм каражимеш белән яратам. Каражимеш – это чернослив. Кичә мен салатны ясадым. Чегенде юдым. Ю глагол. Ю о гласный и мен ый булдым. Юдым деген сөзді. Сіз бит дұрыс жазғансыз. Юдым. Вы написали это в прошедшем времени. Юдым. Юам, юдым. Юдым. Юам. Юам. Вы, если вы скажете в настоящем, то будет юам. Юам. Это же классное. Вот я тоже. Нет, я для того, чтобы все как бы. Юам. Это у нас глагол, который состоит из одной буквы, мы с вами говорили. Это ми-юам. Ми-юам. Начальная форма ю. Ю начальная форма и в повелительном наклонении, то это у нас ю. Мы можем приказать ю и сказать начальная форма ю. Ми-юам. Ул. Ул-юа. Син-юа-сын. Ну, просто, то есть, почему все равно добавляется. Почему не по типу гласного он? Потому что Просто если одна буква? да, а добавляется ю-а. Чтобы Ю-а. Да. Если мы юса, это уже будет не то. Почему не ый? Ю-эй. Ну, здесь исключение. Не ю-эй. Нет у нас такого глагола. То есть это может просто глагол Так же разный. Да, глагол своеобразный, как состоит из одной буквы, там уже видно, что глагол у нас не совсем обычный. Чигитерне юдым, пешердым, чистартым, тем зор угочтан удым. На большой тёрке. Да, на большой или на крупной. Можно эри. Крупный это эри. Анары каражимыш астардым. Версаж каптарис? Добавила. Өстердім. Без эр. Өстердім. Болгаттым. Hem кичкне утта 10 минут пешердим. То есть на маленьком огне. Качан салкын булды или салкадды? Салкын булды. Лучше сказать суонда. Сонда. Салкын, суық, это у нас слова антонимы, так что суонда. Качан сонда остыла, саватка салдан, каймак, hem грецкий чеклюк, остедем. Бик тәмле булды. Бик тәмле булды. Бик тәмле булуына мен ышанам. Бик тәмле булганды. Менә булгаттым. И у Екатерины такая же проблема. Вы почему-то болгаттым добавляете сюда д.
Если тут глухой, булгаттым. Булгаттым, әйе. Рахмат, Гүлруха. Эльвира, siz нинди салат менен сүйлөйсүз? Мимоза салаты. Дұрыс, бәрәңге. Картук это диалектик. Юмуртка. Эритилген сыр. Барсы да дұрысы, смелее просто. Суган. Сойра. Сойра это когда соловей сойрает. А сойла выбирай Элза. Извините. Сойра. Да, все правильно. Консерва. Пişirmurka. Pişirirken. Berenge. Pişirirken. Dürüst nedir? Dürüst. Чистартырга, если вы начали уже. Ayırırga sarısından. Terlikə alırga. Uğuşdan uğarırga. Sırını uğuşdan uğarırga. Berengini uğarırga. Барсында дұрыс сіздің Эльвира, но сіз оқи алмайсыз. Вот глаголы, нам же тут важно, чтобы глаголы вы правильно использовали. Я вижу, что вот солырга, урга, у вас даже где глаголы используются, нет никаких ошибок. Солырга, сайрын, боғайтырга. Вот все правильно у вас. Сізнікі бүксек болжақ ма? Индивидуально подаете? Да. Хорошо. А сізнікі? Гуля? Жиляк, жилеш. Какой салат? Фруктовый, Гуля? Soyunlaybız, dürüst. Чистота, bazıda dürüst. Apelsинный, бананный, кивиный, алманый, турайбыз. Балы, йогуртный, остибез. Üstüyüz. Анары, каймакный, остибез. Üstüyüz. Барасында булгатабыз. Bulgatabız. Адамле шла. Дürüst. Барсында все глаголы использованы правильно у вас. А вы нас не будете угощать? Хорошо. Денис, bizga vinegret pishirgan. Boshqa pishuvchi chiqsa, pishuvchi pishi, anari tuvak pishuvchi, tuvak yer, biri pishuvchi o'rni netirinkaga sinirgan. Он сначала все сделал в повелительном наклонении, да? Чистат, пишет, все правильно у него, все глаголы использованы правильно. Siz жылы yaman астына нәрсә кертегез, Елизавета? Рецепт на Дух Христа. Да нет. Ну, надо есть остановить. Давайте быстренько почитаем. Я вот не этим. По памяти, да? Ну, конечно. Я волнуюсь. Значит, дусла. Мин сесны кулика. Бик шарм. Бубым мин сесны. Темле салат. Işlerken orada. Bu salatını kucaylıklarlar. Bik
яратып әзерлейләр. Аны эшләргә бик җайлы. Оның исеме лечо. Оның өчен бозылмаган, матур яшелчәне әзерләргә кирәк. Кызыл болгар борыч 1 кило, помидор 1 кило, суган ярты кило, тоз 20 грамм, шикәр комы 50 грамм, уксус 1 кошык һәм гумбагач муен 200 грамм. Башлыйбыз. Значит, борычын белән помидорны вак итеп турыйбыз, ә кишерне угычтан, эре угычтан аерабыз. Уабыз. Башта савытка салабыз помидор белән борычын һәм тоз, шикәр булгатабыз. Аннары куябыз газга, әкрен утка пешерергә. Аннары өстөйбез кишерне, вак итеп турылган суганны, гумбагач муен 40 минут гел булгатып кына кайнатуны дәвам итәбез. Где глаголами пользуетесь? Молодец, молодец. Иң азатта солына, сарымсак вак турылган һәм 1 кошык уксус. Аны салалар. Кайнап чыгар алдыннан 5 минут. 40 минут уткачтан кайнап әзер лечо стерильный банкаларга тутырабыз. Копкачлар белән коплыйбыз һәм җылы юрган белән коплыйбыз. Су канчы. Тәмле ашлар. Тәмле ашлар сезгә, дуслар. Рәхмәт сезгә, Эльвира апа. Сез смак тапшыруында, даже всегда прямо у вас было такое выступление, и все глаголы, главное, вы умеете уже пользоваться, вы ни одной ошибки даже не допустили. Күн багаш, слово просто. Күн багаш — это подсолнечное масло. Күн багаш, вы чуть-чуть неправильно выговариваете. Альмира апа, я sizga подойду индивидуально, мы рассмотрим ваш рецепт, чтобы время для новой темы еще оставить. Давайте мы с вами поразминаемся. Скажем глаголы, я буду называть глаголы, а вы должны сказать это в настоящем времени. Сойларга, Альмира апа. Сойларга, мин сайлайм, рахмәт. Денис, үстәргә, мин в настоящем времени үстим, дөрес. Эльвира, булгатырга. Булгатам. Яратырга. Гүләр. Мин яратырга. Такой прекрасный глагол. Давайте не будем ошибаться. Мин в настоящем времени, если вы любите, то вы скажете как? Поможем? Мин яратам. Дөрес. Мин яратам. Люцепа. Котларга. Мин. Котларга. Кем әйтте дөрес итеп? Котлыйм. Дөрес. Котларга. В повелительном наклонении начальной форме будет котла. Заканчивается на а, значит прибавляем ый. Котлым, мин котлым. Сизерге чувствовать, Эльвира.
Мин. Сизем. Мин сизем. Плюропа. Юарга. Вам попало, да, это слово как раз? Мин. Юар. Дөрес. Турга. Мин. Турем. Турам. Дөрес. Турам. И Лиза продолжает в прошедшем определенном времени. Сойларга. Прошедшее определенное время. Мин soyladım. Dürüst. Almirapa. Üstörge. Üstledim. Üstörge. Min üstledim. Денис Булгатырга. Прошедшее определенное время. Мин Булгаттым. Булгаттым. Дürüst там, раз слово твердое, то и прибавляем тым. И Эльвира, Йоратырга. Вы уже не любите. Это уже в прошлом. Как вы скажете, я вас уже не люблю? Я раньше вас любил, но сейчас уже не люблю. Мин? Это вы отрицаете. А вот сейчас нам надо сказать, что это было в прошлом. Мин яраттым. Мин яраттым, у Екатерины с любовью все хорошо, она и яраттым. Мин яраттым. Это прошедшее время. Прошедшее определенное время. Мин яраттым. Раньше я любила. Гуля, мин кутларга. Вы когда-то поздравляли? Мин кутладым. Да, кутладым в прошедшем определенном времени. Сизерге. Вы почувствовали это? Я отрицаю, да? Нет, не отрицаете. Это вы скажите в прошедшем определенном времени. Прошедшем времени. Сизерге. Мин сиз. Дем. Сиздим. Мин сиздим. Мин сиздим. Эльвира. Юарга. Юдам. Это было вчера, в прошедшем времени. Мин юдам. Вы помыли посуду. Флюрапа. Турурга. В определенном прошедшем времени. Турдом. Мин турдом. Это было уже утром, да? А Хазер Екатерина продолжит, отрицая в настоящем времени. Сойларга. Она отрицает. В настоящем мы, в прошедшем маме, да? Сой. Нет, это сейчас, подождите, сейчас. Да, давайте. В настоящем отрицании, да? Да, отрицание в настоящем времени. Мин, мы или Сначала мы находим начало, да? мы тут нагласно сойлы мым. Сойларга. Вот у нас глагол сойларга. Да. Начальная форма, пожалуйста. Вам не видно? Сойла. Сойла. А если мы скажем сойларга, понимаете перевод? Выбирать. Выбирать. Все правильно. Мы не понимаем, мы знаем. Знаете перевод, молодцы. Но не понимаем. Сойларга. Сойларга. Выбирать. Если мы скажем в настоящем времени, то это будет Сойлым. Сойлым. А мы с вами говорили про отрицание в настоящем времени, значит, сойла мым.
А то есть в отрицании этот «ый» не надо? Да. А я буду, где не надо? Сойламым. Давайте другой глагол. Üstörge. Елизапа, скажите, отрицая в настоящем времени. Üstörge. Min üstleneyim. Minüstəmin, dürüst, молодец. Альмира апа, сіз әйтегіз булғатырға. Отрицайте это в настоящем времени. Мин. Булғат. Булғат. Мин булғатмын. 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 Отрицай, пожалуйста, Денис, в настоящем времени ёратырға. В настоящем времени вы не любите. Это легко. Естественно, ёратырға. Сейчас Денис скажет, что не любит. Yorат. Мы. Yorат мы. Дөрес, Денис. А вы не поздравляете. Котларға. Мин. Дөрес. Мин котуламын. Гуля. Вы не чувствуете. Сизерге. Чувствовать. Мин. Уверенней? Мин сизмим. Мин сизмим. Лütfüyapa. Yuarga. Дürüst başladınız. Ю. Мы. А если это вы? Ю. Мы. Я не мою посуду. Мин юмын. Торурга. Вы не встаете в 6, например. Турмым. Мин турмым. Отрицание в прошедшем времени флюрапа. Сойларга. Прошедшем. Soyulamadım. Без «р». Да, без «р». Это Soyulamadım. Мин сойлamadım. Дұрыс. Üstörge. Мин, me, Dürüst. дым, Мин остырмадым. üstemedim. Dürüst. Bulgattırga. Отрицание в прошедшем времени. Min bulgatmadım. Dürüst. Min bulgatmadım. А вы yoratırga. Отрицание в прошедшем времени. Dürüst. Погромче только. Dürüst. Min yoratmadım. Денис. Kutlarga. Отрицание в прошедшем времени. Мин. Еще раз. Kutlarga. Поздравлять. Dürüst. Yıkayıcı nasıl? Hadinistan da. Кутлама-дым. Акрам. Ганга мы сегодня поговорим. Мин кутлама-дым. Дürüst. Эльвира. Сизерге. Вы не почувствовали это в прошедшем времени. Сизмәдім. Мин сизмәдім. Гуля. Юарға. Дürüst. Hazır Мин юмадым. Юмадым. Тұрға. Лütfüyapa. Тұрға. Еще раз. Это вы турадым, турарға. А тут турға. Нет, турға. Вставать. Вот вы не встали.
Тур. Турма. Турмадым. Турмадым. Вы турага и турга перепутали. Ведь турмадым. Очень хорошо у нас получается. Быстро. И у нас все получилось. А сегодня мы будем работать с глаголами неопределенного прошедшего времени. Мы с вами уже разбирали глагол в прошедшем времени, а здесь там было определенное прошедшее время, а здесь у нас неопределенное прошедшее время. Мы бы смогли, может быть, можно было это и как-то пропустить, но если вдруг вы увидите такие глаголы и у вас возникнут вопросы, поэтому я решила хоть чуть-чуть здесь тоже вас запутать. Получается, аффикса неопределенного прошедшего времени ган, ген, кон, кен. Начальная форма глагола и прибавляется просто ган, ген, кон, кен. Например, оставим вот это соль, ла, га, да? Начальная форма, как мы уже сказали, будет соль, ла. Мы с вами в этом разобрались. А если мы это хотим сказать в неопределенном прошедшем времени, значит это будет соль, ла, ган. Соль, ла, ган. Глаголы эти используются для повествования прошедших событий, исторических фактов, которых вы просто услышали, поняли, прочитали, но не были свидетелями этого факта. Мы же в русском языке же у нас есть неопределенное прошедшее время. Вы не согласны со мной? Какой аналог в русском языке? Родился. Это неопределенно. Родился. Приехал. Вопрос такой, один и тот же глагол может стоять в определенном прошедшем и неопределенном прошедшем? Да. Например, соль, лаган. Мы с вами соль, лаган. Это неопределенное прошедшее время. Соль, лаган. Мы это с вами не видели, что как он выбирал эти фрукты и овощи для салата, например. Соль, лаган. А если это в определенном прошедшем времени, и мы видели, как он выбирал эти фрукты и овощи для этого салата, то мы с вами скажем соль, ла, да. Соль, ла, да. Это прошлое у нас глаголы, вот глаголы в определенном прошедшем времени мы д, т, т. Это у нас прошлая лекция. Откройте, пожалуйста, посмотрите. Да. Если мы не видели, то мы прибавляем га. Если мы это все видели, были свидетелями, это определенное прошедшее время глагола соль, ла, д, йорат, йораткан, борган. То есть, если, допустим, рассказываешь о себе, там, родился, женился, Да. учился, то это, получается, надо использовать неопределенное? Нет, если вы знаете, что вы учились в этом заведении, вы же не скажете, что вы это узнали от кого-то. Вы же это помните, как вы учились. А почему? Вы можете не помнить, как вы родились, и вы можете сказать «Перим шахаринда туганман». Вот это не будет ошибкой. Вы можете также сказать «Перим шахаринда тудам». Вы можете сказать «туганман», потому что вы можете это так «туганман». Это было давно, и вы, это вот, вы не помните, что вы родились именно вот в городе Перми, где-то, не знаю, 30 лет назад. Но мы в этом не уверены. Ну, да. А как Ну, неопределенно? как это не уверены? Уверены, но туганман, если скажете, это не будет ошибка. Как правильно? Туган. Туганман. Так вот тут написано же.
Например, часто в таких предложениях еще вместе с глаголом используется такое слово «икен», оказывается. Сойлаган икен. Если там есть слово «икен», оказывается «икен». Мне это было очень интересно. Оно это слово часто встречается. Да, икен. И Туган икен. Вот мы скажем про Пушкина, давайте скажем. Пушкин родился в 1799 году. Давайте переведем это предложение. Пушкин Пушкин, Харамас, вот, Бермен, Берме, Жидеюз, Жидеюз, 99 елда. Как мы скажем? Мы же не видели, как родился Пушкин. Как мы скажем? Туган, Туган. Туган, можно сказать икен, не будет ошибкой. Туган икен. Если вы об этом узнали, туган икен. Вот вы прочитали и узнали, и вы рассказываете, я узнала, что Пушкин родился в 1799 году. А до этого, если вы даже не знали, можете добавить слово икен, и не будет ошибкой. Туган икен, булган икен. Икен это оказывается. Оказывается, да. но оно часто встречается именно, вот, видимо, в конструкциях Да. такого типа. Да. Если мы скажем сойлады икен, это уже не подойдет, это уже не та конструкция. Туда икен. Например, если вы узнали, что у ваших семейных друзей родился мальчик, молайлары туган икен, вы рассказываете кому-то туган икен, оказывается, у них родился мальчик. А вы можете сказать просто у них родился сын, у них родился мальчик, у них молайлары туган, без икен. А если вы даже были свидетелем вот этого события, молайлары туда, сын родился. Молайлары туда. Давайте мы с вами попробуем перевести. Сария кише театрга борган икен. Сария, оказывается, вчера ходила в театр. Давайте громче и увереннее. Сария вчера, оказывается, ходила в театр. Да, я не видела, но мне сказали Если об ты этом. когда узнал что-то и говоришь, это Да. как бы замена подчинительной конструкции, что я узнал, что. Да, я узнала. Вот Я мне узнал, подружка что Сария ходила вчера в театр. Да. Я не видел, но мне сказали об этом. Еще в биографических фактах, например, Габдулла Тукай 1886 елда туган пишут. Потому что мы уже не свидетели этого события. Тукай родился давно. И мы скажем, когда будем рассказывать про его биографию, мы скажем Габдулла Тукай, или вот Пушкин Александр Сергеевич родился в 1999 елда туган. Туган. Мы не скажем туда. И вот опять же про это родился туган. Мы приводим пример, да? Ми туганман син. Туган сам. Ол туган. Без туганбыз. Мында да бар. Сіз тугансыз, алар туганнар. Те же самые мын, сым, быс, сыз, нар. Твердые мы посмотрели, сейчас мягкие. Ешеген. Син ешегенсе, ул ешеген. Видите, сразу, если вы видите ганген, то вы уже на глаз можете определить, что это неопределенное время глагола. Ген, вот наши подсказки. И ничего сложного в этом нет. Ген, главное вот это. Ген. Главное вот это запомнить. Давайте начнем
поупражняемся. Альмира, так, вчера вечером Руслан ходил в кино. Получится у вас или все вместе попробуем? Кище. Вечером. Киш, дürüst. Руслан. Дürüst. Кище, киш. Руслан кинога барган. Денис, в прошлом месяце Марьян вернулась из Казани. Давайте поможем Денису. В прошлом месяце Узган Айда Мерьян вернулась из Казани, как мы скажем? Казаннан, Хан. Узганайда, Марьям, Козаннан, Койта. Хайты, это вы видели. А если вы это не видели? Койта. Хайткан икен. Вы очень это мудро икен добавили. Что у вас? Хайткан икен. Дырыс. Ну, в моем русском предложении в прошлом месяце Марьям вернулась из Казани без слова икен. Узган Айда, Марьям, Казаннан, Хайткан. Вы помогали нам, вот все получилось. Не надо такой взгляд делать неопределенный. Так, они вчера слушали музыку и смотрели фильм. Алар. Где их были вчера? Кище. Музыка. Тыңлағаннар. Можно музыка просто? Можно музыкальный? А? Фильм? Хораган. А если мы говорим это про Алар? Про Хораганнар. Алар кище музыка тыңлағаннар, һәм фильм Хораганнар. Мы это не видели, нам это рассказали. Папа увидел маму в театре. Давайте попроще я вам дам. Ты? Как они вот познакомились, они потом рассказываете своим детям, как познакомились дедушка с бабушкой. Папа, папа увидел маму в театре. Ты? Курган. Ты? Кого? Маму. Эмине. В театре, как мы скажем? Театр, да? Кур. Ты, дұрыс, Эльвира подсказывает мне, Курган. Ты, Эмине, театрда, Курган, дұрыс. Мой дедушка не пришел с войны. Война суғыш, айдагыз скажем, мой дедушка минем бабай с войны суғыштан вернуться, возвращаться. Ой, Маган. То, что он не вернулся с войны, вы это узнали. Но не были свидетелем. Отрицательные аффиксы такие же были? Да. Ма, ме. Аффиксы отрицания такие же. Ма, ме. Тот же сой, лада. Вот про дедушку, когда рассказали, мы отрицали. Он не пришел с войны. Сой, да. А если мы скажем, мы будем это отрицать, то мы добавляем ма. Аффиксы отрицания у нас всегда ма, ме. Прошедший. Дедушка, как еще раз по-татарски? Бабай. Вот так. Бабай.
Soylamadı, курмяды. А если это у нас будет неопределенное, какое это здесь будет? Сыламаган. Сыламаган. Кур. Мэ. Курмя. Ген. Курмя. Ген. Есть вопросы? Ничего сложного нет, просто если вы не видели это собственными глазами, но вам рассказали, добавляем ван, ген, тем же глаголом. Я сейчас попробую что-нибудь сказать Давай. со своим любимым словом. А может вам дать предложение, а вы... про любовь? Да. Нет. Син мине йорат ма йорат ман. Йорат. Как сказать? Йорат Маган. Про него, да? Да. Он меня не любит, оказывается. Не любил. Да, не любил. Да. Йорат Камден. Или ты меня. Подождите. Йорат Маган. А если ты... Йорат Маган. В третьем Йорат Маган. То есть Подождите, нет. Твердый. Покажи, Леся. Сын. это ты, если, да? Вот видите? Син мине Йорат Маган сын Да. и кен. Можно и кен. Да? А если он ул мине Чтобы ему было больнее, можно сказать. ул и кен. мине Йорат Маган и кен. Просто. Да, да, давайте. Мин Йорат Ма, вы даже не знали, вы потом поняли, что вы его не любили. Мин Йорат Ма Ма мын. Йорат Маган. Мин Йорат Маган Мын. Йорат Маган мын. Да. Йорат Маган Мын. Син Йорат Маган Сын. Ул Йорат Маган. Biz yoratmagan. Biz, siz yoratmagan. Siz, onlar yoratmaganlar. Ничего сложного. Yoratmagan. И Вот кен. это икен. Yoratmagan икен. Разобрали ваш любимый глагол? Все. Син меня yoratmaganсың. Ты меня не любил. Оказывается. Кен. Кен. Тогда сын не. Еще у вас, вот посмотрите, пожалуйста, конструкция, выражающая желание. Если мы хотим что-то сказать, то, что вы хотели, мы добавляем киле. У вас есть там пример? Начальная форма га. Добавляем асы, эсы. Говорим. Если вы хотите любить, как мы скажем? Йорат Тункиля. Нет. Йорат Исикиля. Да. Йоратасы. Это не пишется вместе. Неправильно. А почему здесь идет минем, синем? Вам дословно перевести. Мин йоратасым килер. Хочу любить. Я хочу. Хочу, получается, да? Да. Так и написано у вас. Конструкция, выражающая желание. Почему минем? Притяжательное. Ну, какое оно? Миним йоратасым килер. Ирина спрашивает, почему не мин? Да, Я почему рассказала, не я, а не почему мин? нем? Почему М. минем? Потому что йоратасы килер. Вот. Миним
Тут уже, помните, в начале еще, во второй или в третьей лекции мы говорили минем сумкам, вспоминаете? Минем сумкам, минем шахарем. Помните? Так что эти местоимения вам уже знакомы. Минем, синем, анам. Вспоминайте первые лекции. Может, это лекция номер 2. Нет, это мы помним. То есть Так почему возникает- тут они не используются? Потому что мин, я, минин, йоратасым. Вот этот глагол требует, чтобы было минин. А если йоратасым, киле. А это знаете, как дословно будет примерно мое желание, чтобы Да. вы Вот поняли? я Да. смотрю, притяжательный падеж. У кого получается? Возникает такое желание. Да. когда вот это, да? Да. Вот этот глагол требует, чтобы изменилось и лицо. Синин, йоратасым, киле. Все у вас есть, да? Минин, синин. Вот когда вы говорили, а зачем тогда нам было вот эти миним сумкам, синим сумкам, вот теперь-то мы уже понимаем, что эти местоимения, мы уже с ними работали, и нам будет проще. Миним ашейсым киля, я хочу кушать. Давайте мы скажем, мы уже давайте выберем какой-нибудь мягкий глагол и попробуем также. Киль. Ага. А если киль, то киль, киля? Давайте. Про желание, то, что вы хотите прийти. Киля, да. У вас есть шпаргалка, давайте. Вот. Минем, Киля с, киля. килесим, киле. Сине. А танцевать как? Подождите, давайте про киле скажем, хорошо? Киля сын, киля. Дürüst Европа, анам. Onun kilesi kile. Bizning kilesimiz kile. Sizning kilesiz kile. Alarning kilesilari kile. Эльярис, вы хотите танцевать? Юрка. Бию, биерге. Минем биерга Подождите, биерге это? Как у нас будет начальная форма? бию бие би. Бие. Но здесь это слово «е» превращается в «и». Би-и. Би-и. Можно сказать, когда говорим «биесим», но правильно будет писаться «би». Только это. Давайте «минем». Минем biyeysim kile. Sinem biyeysim kile. Onun biyeysi kile. Bizning biyeysimiz kile. Sizning biyeysigiz kile. Onlarning biyeysilari kile. Дырыс. Давайте с твердым глаголом еще. Один твердый глагол еще. Поупражняемся, Олеся Курсетта, взгляд, примеры с твердым глаголом. Ошейсам. А мы выберем какой? Мы уже йоратасым Мы разобрали. уже ездили Пора, уже, пора. да? Пора. Тор. Настоящий? Тор. Тор. Встаем с утра. Мгм. Ёргый такой. Тор. Эйдерис Эльвира. Минем. Эйдерис Эльвира. Дөрес ничек булды? Турасым килә, дөрес. Хәзер язып куям. Минем турасым килә. Senin terası kile. Да. Senin terası kile. Bizden terasımız kile. Sizin terasınız kile.
киля. Ничего сложного нет. Если вы хотите что-то сказать про свое желание, добавляйте киля. Вот этот вот вариант осы, Да. эссе, это твердый, Да. То ас. Эссе это мягкий. осы, эссы твердый, эссе, исе мягкий. Да, у нас там не должно А быть как да, опять, сомнений. по какому принципу мы выбираем, где Закон сингармонизма мы помним, да? осы, исы твердый, эссе, исе мягкий. А внутри этой пары Ра. это твердый, Да. это мягкий. Да. А внутри вот этой пары как мы выбираем? Согласно-гласный? Да. Ну, который- Только мы уже изначально знаем «ый» и где мы прибавляем «ый», где мы прибавляем «и». То есть осы, эссе после согласного, да? У нас есть вы не знаете, где добавлять «ый». Тут 4 варианта. То есть они варьируются в зависимости от твердости, мягкости и от гласного и согласного. Но выбрать где Но какой я сначала не нам могу. все равно надо выбрать начальную форму. Это глагола. понятно, но тут эти-то варианты. Вот твердый, мягкий, согласный, гласный. Да. «Ой». И после гласного. Хуа, ра. Вместо а уже добавляется ый. Вы возвращайтесь к тем лекциям, когда мы это только начали. Хуа, рэй. Хоры, сы, кили. Рэй, сыкли. Где еще у вас вопрос? Ю. Ю. Аса. Юасам. Ю, он по твердому типу идет. Где у вас еще вопрос возник? Довести. Ну так юасам киляй. Тут ой. Барасам. Бар. Бара. Бар. Горы, Бара. горы и сын. А зачем вы «ы» добавляете, если тут «р»? Бурасы. Барасы. Нет, давайте какой-нибудь попробуем мягкий и после гласного. Давайте, говорите. Так, Киле. Сойдет такой глагол? Киле. Киле, киле, килесе, киле. Киле. Вот такой пример вы хотите? Киле. Снова кил, килесе, киле. Dürüst minin kilesi. Kile. Sinin kilesi. Kile. Sin. Sin. Kilesi. Kilesi. Kilis. Kilesi. Это с этим-то без, это дальше-то понятно. Вот этот вклинить нужный. Kile. Так, а и, се, к чему тогда употребляется? Пішли. Пошли. Угу. Пошли се, киле. Пошли сем. Я вам раздала новые глаголы, давайте мы будем читать и прямо там писать переводы. Я вам раздала только что. Давайте сразу будем слово отделять от доверительного наклонения, чтобы потом
В следующий раз вы скажете опять спрягать? Шотландерга. Это значит радоваться. Екатерина скажет начальную форму. Шотланд. Шотланд, дырыс. Радоваться. Если мы шотланд, радуемся, да, приказываем. Сатып алырга. Покупать, дырыс. А если в повелительном наклонении, в начальной форме, это будет сатып ал, дырыс. Сатып Ал. Да, глагол состоит из двух слов. Сатып ал. Алырга, брать. Алырга, брать, взять, например, я алам и карандаш, и стакан. Алам. Мин алам. Сатып. А здесь алырга, просто брать. Ал. Ол. Югырырга. Кто знает перевод? Да, бегать, бежать. Одно и то же. Югырырга. Начальная форма. Игорь. Югыр. А почему многие говорят же? Это диалектика, а на самом деле с и кратким пишется югыр. Есть у нас такие диалекты, когда мы говорим жук, жюгыр. Я уже привыкла же и не могу никак перевести. Югыр. А так югыр. Рахмат айтырга, благодарить. Как будет начальная форма? Эйт. Вот я просто угадывала. Ну, вы правильно это делаете. Тошларга. Бросать, бросить, да? Тошла. Тошла? Ышанырга, верить. Следующий глагол ышанырга, верить. Ишан. Дұрыс, ышан. Просто Ущербять, так. взвешивать. Начальная форма. Ущерб. Курырга, видеть. Мы это еще не разбирали? По-моему, ну такое. По-моему, было. Ну давайте, не помешаем. Смотреть. Ой, слушайте, я ваша, кажется, уже. Курырга. У меня два. Это просто Заля еще дополнительно разнесла. Для тех, кто интересуется много. Курырга, видеть. Начальная форма будет кур. Кур. Гаиплерге. Вы отстали? Гаиплерге. Винить. Винить, да. Гаипле. Да. О, Обвинять. Обижаться. Винить, винить. Гаиплерге. Нет, начальная. Начальная форма гаипле. Гаипле. Рахмат. Ихтибар Розышин, спасибо за внимание. Рахмат, sizga.